Добрый день, в эфире Беренчи радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Эльдияр Эркинбекулу. В Кыргызстане, по данным Министерства внутренних дел, за 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 19 995 случаев семейного насилия, что на 27,5% больше аналогичного периода 2024 года. Произошедший случай с убийством в конце декабря 2025 года Джибек и ее бывшим мужем, у которой был охранный ордер, заставил некоторых людей усомниться в его безопасности. Как сообщил министр юстиции Кыргызской республики Аяз Баетов, 21 января в Кыргызстане впервые введен усиленный формат охранных ордеров с использованием электронных браслетов и мобильного контроля. Необходимо отметить, что за последние годы о насилии в Кыргызстане начали говорить больше. Публикуемые в социальных сетях обращения женщин, пострадавших от насилия, получают широкое распространение среди общественности, и на них мы видим реакцию. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о том, как решается проблема семейного насилия в Кыргызстане, как работает охранный ордер, а также какие усилия предпринимаются для защиты женщин. Сегодня в студии прямого эфира у нас находится начальник управления политики в сфере пробационной, судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции Кыргызской республики Руслан Романов, начальник отдела профилактики семейного насилия и координации деятельности передвижных приемных милиции службы общественной безопасности МВД Кыргызской республики Данияр Сапарбаев и директор общественного объединения агентства социальных технологий Зульфия Кучурбаева. Добрый день, дорогие гости. Добрый день. Руслан Джейнбаевич, я думаю, что нужно начать с вас. Вчера мы все видели вот эту новость о том, что заработали какие-то вот эти вот новые браслеты, да, о которых в прошлом году тоже говорилось, и о том, что вот на первые 15 человек они были надеты. Давайте поговорим сначала об этом. Еще раз здравствуйте. Да, действительно, с начала Нового года мы совместно с коллегами, с Данияром, соответствующим подразделением, которое он возглавляет, и непосредственно с его руководителем, это служба общественной безопасности, начальником управления, у нас состоялись встречи буквально 29 и 30 декабря прошлого года, и 31 декабря мы в ночь с 31 на, скажем так, 1 января совместно выезжали и с работниками судейского корпуса Октябрьского района тоже проводили совместную работу, и буквально с начала года были предприняты первые шаги в пилотном режиме. Мы определили Октябрьский район города Бишкек по внедрению новых электронно-технических устройств, куда входят и электронные браслеты, это которые одеваются и на руку, и на лодыжку. Мы чуть-чуть расширили перечень, получается, а также установление мобильных приложений семейным агрессорам, а также пострадавшим от семейного насилия в целях увеличения ответственности агрессоров, а также защиты жертв от семейного насилия. Как вы ранее упомянули, мы в прошлом году такую же работу проводили, но уже в рамках мер пресечения уголовного, в сфере уголовного законодательства. Это когда одна из новых мер была в виде электронного наблюдения. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, каким образом работают вот эти вот браслеты и приложения, кому они устанавливаются, и что в итоге, как можно определить о том, что вот было нарушено, да, скажем так, передвижение, да, или вообще каким образом он будет работать? Ну, как выше отметил, в прошлом году вы были сами свидетелями. Новую меру пресечения в виде электронного наблюдения мы внедряли, и она на сегодняшний день также успешно реализовывается, активно применяется со стороны следственных органов, судебных органов.
В этой части эти новшества были совместно с нашими коллегами с органов внутренних дел. Нормативно-правовая база была отработана. Мы консультации проводили, исследования совместно, аналитическую работу, брали за основу все то, что их наработки были. И буквально в прошлом году, к осени прошлого года, были внесены определенные изменения в Кодекс о правонарушениях и в Закон о защите от семейного насилия, да, об охране от защиты от семейного насилия. Принцип работы такой же, по аналогии с электронным наблюдением в виде меры пресечения, только есть дополнительная геозона, которая описывает, да, в части приближения непосредственно и со стороны потерпевшей. То есть это мобильное приложение. Она у нас как бы апробированный способ есть. Мы совершенствуем эту техническую базу тоже сейчас. Вы сказали, что она пока работает в формате пилотного проекта. Вот первые 15 человек. Сколько будет длиться этот пилотный проект и каким образом вы оцените то, насколько он хорошо сработал? Ну, как пилотный проект, как выше мы отметили, буквально под Новый год мы встречались с нашими коллегами с МВД, это с центральным аппаратом Министерства внутренних дел, где получили полную поддержку, а также с руководством Главного управления внутренних дел города Бишкек, с непосредственно Октябрьским районным управлением внутренних дел, где непосредственно сами начальники проводили соответствующую работу со своими подчиненными и на местах сотрудниками, которые воочию работают на первом эшелоне, это сотрудники, участковые инспектора милиции на местах, они тоже активно подключились к этой работе. Наши коллеги из судебной системы, тоже необходимо отметить их, тоже то, что они быстро поддержали. На сегодняшний день, да, 18 человек. Это буквально, видите, каждый день меняется цифра. Буквально вчера тоже у нас состоялись такие рабочие встречи. Мы работаем, как Данияр выше отметил, в оперативном порядке, в рабочем порядке, отрабатываем. И на днях они посетят наш мониторинговый центр. Некоторые моменты и аспекты мы определим. И исходя из этого, со следующей недели, даст Бог, мы планируем уже отрабатывать его второй вариант относительно применения этих же электронно-технических устройств уже непосредственно с участковыми инспекторами милиции, параллельно, который применяют сейчас и судебные органы. Пилотный проект, думаю, будет длиться не очень долго. Нам он нужен только для того, чтобы определить какие-то шероховатости, выявить и да, выработать единых механизмов, алгоритмов, да, и, соответственно, мы уже по другим районам города Бишкек, потому что их очень много у нас в городе Бишкек получается, мы исходили из этого. И соответствующим образом дальше распространим. В этом отношении, я думаю, наши коллеги с МВД активно поддержат. И думаю, по городу Бишкек это было бы неплохо в первую очередь. Такой вопрос. Вы сказали о том, что вот вчера вышла новость, что их было 15. Сегодня вы говорите, что их уже 18. То есть в рамках пилотного проекта они будут пока еще, скажем так, прибавляться, да? Да. Ну да, в рамках Октябрьского района Да. решения поступают, и, соответственно... Микрофон. Это говорит о том, что наши коллеги с МВД не дремлют. С одной стороны, эта цифра не должна пугать, я думаю. Да. Наоборот, это же реакция получается. Не заминается проблема, высвечивается, сотрудники реагируют на местах. Мы с их работой ознакомились, вглубь, так сказать, вошли в систему, и у нас совместный приказ на днях будет готов, Да. подписан временный регламент, и соответствующим образом у нас еще и проект постановления готов, порядок, который алгоритм действий мы тоже совместно разработали, это буквально в прошлом году, когда мы в ноябре, да? Да, собрались, в ноябре собрались, и межведомственная рабочая группа с участием неправительственного сектора тоже и международных организаций выработали единый механизм, и тоже надеемся на следующей неделе уже направить в администрацию президента для утверждения данного постановления Кабинета министров. Так, хотелось бы вот у вас узнать, расскажите вы со своей стороны, как будет работать тоже этот проект, и вот вы сказали о том, что будет работать второй проект совместно с участковыми, да, вот об этой части, если можно, да, об этом уже говорить. Ну, в принципе,
уже был опыт взаимодействия с Министерством юстиции в части реализации как альтернативы использования браслетов для лиц, которым назначена мера пресечения. Поэтому это не спонтанно, это уже такая наступательная работа. И, конечно, и когда мы планировали эту работу, это было с акцентом, что все-таки будем применяться и в отношении лиц, совершающих семейное насилие. Ну, это все-таки тенденция общемировая, и это позволит, наверное, какой-то будет эффект воспитательного характера, потому что, ну, человек, который совершил семейное насилие и находится под контролем, наверное, уже задумается, что о повторности совершения семейного насилия. Потому что применение этих мер, это, соответственно, человек находится под контролем, хоть по решению суда, но тем не менее, это уже такой определенный над ним контроль, и, соответственно, мы видим, что он пересекается с пострадавшей, нет. И второй момент – это гарантия безопасности для пострадавших лиц. Потому что если мониторинговый центр будет выявлять сближение пострадавшей и совершившего лица, соответственно, уже необходимо принимать меры по обеспечению безопасности пострадавшей. Вот поэтому это такой необходимый шаг, и уже, соответственно, мы к этому идем совместно с госорганами, совместно с Министерством юстиции, и это будет только совершенствоваться, и, соответственно, будет повсеместно использоваться. После, конечно, совершенства урегулирования вопросов применения, порядка взаимодействия, после этого будет использоваться по всей республике. Расскажите нам, пожалуйста, на примере, чтобы было понятнее, да, например, вот вы сказали о том, что на 3 человека прибавилось, то есть это значит, что, например, где-то произошло семейное насилие, да, и вот поступила жалоба, и тогда принимается решение о том, что на этого человека можно надеть вот этот вот браслет, или каким образом это все вообще проводится, как можно надеть этот браслет на кого-то? Нет, это одна из форм контроля. Угу. То есть это, как мы говорили, есть, внесли изменения, это одна из форм такого правового воздействия, как применение электронного наблюдения. То есть по решению суда на определенное лицо налагается применение электронного контроля, применение технических средств сроком до 3 месяцев. И, конечно, учитывается позиция и пострадавшего лица, и при этом, конечно, характер совершения семейного насилия. И вот эти моменты, все факторы учитываются, и используются вот такое технические средства для контроля лиц, чтобы не допустить повторного совершения семейного насилия и обеспечения безопасности пострадавших лиц. Насколько быстрой будет реакция участкового или милиции на то, что если объект все-таки приблизился? Ну, у нас есть, если мы возьмем опять-таки масштаба города, есть экипажи, поэтому сигнал, если поступит с мониторингового центра, и, соответственно, уже есть локация, есть адрес, и это, конечно, легче позволит найти, да? Да, оперативнее реагировать на такие факты. И, конечно, если при этом надо помнить вот радиослушателям, что нарушение условий электронного наблюдения влечет за собой ответственность. То есть статья 72 Кодекса о правонарушениях предусматривает арест уже не как раньше 3 до 7 суток, раньше вообще не было, по сути, общественными работами ограничили, а сейчас уже применяется арест от 7 до 14 суток. Это было новшество, которое мы внесли в октябре, да, которое мы в октябре ввели, это ответственность, так как это новая норма была, закладывалась как новая отдельная статья, соответственно, и за его нарушение необходимо предусмотреть меры ответственности. В данном случае оно было увеличено. Сам арест по себе, это 33-я статья Кодекса о правонарушениях, увеличилось количество часов
суток, то есть от 7 до 14 суток. И вкупе с общественными работами вместе, да, вот этот момент есть. И мы зону ответственности, конечно, определили каждого уполномоченного органа в данном случае. МВД осуществляет непосредственный контроль и реагирование. Мы, в свою очередь, органы юстиции, осуществляем мониторинг и своевременное уведомление наших коллег для предотвращения факторов, как вы отметили, приближения или выхода из очерчиваемой территории, да, которую он не должен посещать или приходить, или же идти на контакт с потерпевшей. Зульфия, хотелось бы у вас спросить, вот скажите, насколько вот такой электронный браслет может улучшить всю эту систему? Вот если мы вспомним про охранный ордер, вот когда случилось в прошлом году, в декабре вот этот случай, да, тогда говорилось о том, что у женщины охранный ордер был, но, вот, как говорится, никто не застрахован, да, это все, возможно, быстро случилось, потому что мы все равно не знаем всех подробностей, но вот если в общем говорить об этом. Да, да, действительно, внедрение вот этого электронного наблюдения – это фактически ответ на те вызовы и проблемы, которые много лет не решались, да, и не было возможности найти хорошее техническое решение. Это было связано и не только с охранными ордерами, но и в целом, да, когда действительно повторные случаи насилия многократные, да, случались систематическое и так далее, и оно может происходить как в период получения действия охранного ордера, так и в другое время, да, и так далее. Но действительно это было невозможно как-то возлагать полную такую стопроцентную ответственность на сотрудников милиции, потому что мы знаем, что физически они тоже не могли везде прибыть своевременно, да, как правило, даже если они прибывали, то это было уже после повторного насилия или каких-то там фактов, инцидентов и так далее, да, и там уже стоял вопрос о том, чтобы привлекать к ответственности уже по факту вновь совершившегося насилия. И вот сейчас цифровые технологии, они позволяют найти хорошие технические решения, да, для того, чтобы действительно обеспечить необходимую дополнительную защиту пострадавшим от насилия, а с другой стороны, как было правильно совершенно отмечено, иметь возможность воздействовать на виновников насилия, да, то есть предупреждать с их стороны дополнительные какие-то случаи агрессии и тем самым удерживать их от совершения повторного, да, правонарушения. Это такой воспитательный эффект никто не отменяет, да, и поэтому в целом внедрение таких новых технических возможностей – это действительно хороший шаг, и важно действительно, чтобы сейчас было протестировано все, и чтобы были устранены какие-то там, может быть, пробелы в контактах и с тем, чтобы максимально сократить время, да, реагирования. Там. С другой стороны, электронное наблюдение позволяет собирать неопровержимые доказательства нарушений, да, вот этого и условия охранного ордера, и, собственно говоря, самого, да, вот электронного наблюдения и так далее. Да. Вот, в принципе, это действительно важная вещь. Другое дело, что я бы вот тоже, так как это только нововведение, пользуясь возможностью, хотела бы уточнить. Да, вот раньше по охранному ордеру предполагалось, например, требование удаления из места совместного проживания с виновником насилия, да, и на ограничение, например, контактов с несовершеннолетними детьми должно было быть исковое заявление пострадавших. Вот в данном случае, когда внедряется метод электронного наблюдения, и вы уже сказали, что там суды принимают решение, да, о том, что вводится такой режим, как это решается? Должны ли сейчас пострадавшие обращаться с этим исковым заявлением, или это уже делают органы милиции в рамках, например, оценки риска, да, возможного там повторного насилия и так далее? Вот про это хотелось бы тоже узнать. Я думаю, радиослушателям тоже будет интересно. Очень хороший вопрос. В действительности в законодательстве предусмотрены такие механизмы самозащиты, и в действительности в исковом порядке граждане наши, эта процедура осталась. И что касается технических средств, это оно не идет взамен, это наоборот усиливает
те имеющиеся в законе об основах профилактики, соответственно, те обязанности сотрудников органов дел в части закона об охране и защите от семейного насилия. И что касается, как отметили, протокол оценки рисков, это тоже было принято в рамках рабочей группы совместной. И это перечень 10 вопросов, состоящий из 10 вопросов, которые задаются пострадавшей стороне. И они, как правило, не затрагивают вопросы, касающиеся, например, психологических аспектов, может, социологических аспектов. Они исконно затрагивают вопросы криминологического характера. То есть, если он совершал семейное насилие, какого характера совершал? То есть, были ли способы такие общеопасные использованы еще ранее? То есть, да, угрожающие здоровью. Может, были факты удушения, были ли факты преследования, если они раздельно проживают, опять-таки такой вопрос задают. Если совершалось ли семейное насилие на глазах лиц с инвалидностью, либо на глазах детей, это тоже уже такой повышенный риск. И, соответственно, в законодательстве предусмотрено, что сотрудники ОВД, получив высокий риск, соответственно, согласие пострадавшей, опять-таки, обязаны доставить в безопасное место, либо в кризисные центры, либо, безопасное место, это могут быть те же родственники, которые она, по ее мнению, считает, что это безопасное место, соответственно, ее могут там расположить. А что касается последних событий, да, сейчас идет, да, мы знаем, да, идет расследование, есть уголовное дело. Сам факт выдачи охранного ордера был выдан в середине ноября. И, соответственно, это уже вопрос об ответственности от частного случая, отдельного сотрудника. И, конечно, сейчас ведется следствие, но тем не менее мы в рамках новшеств, в рамках мы также ведомственное регулирование обновили. И в рамках него теперь, помимо того, что если на основании протокола оценки риска выяснено, что лицо применяло оружие или орудие, соответственно, у него изымается временно оружие. То есть, если за ним зарегистрировано оружие, и у нас практически с начала года уже сотрудников внутренних дел территориальных подразделений было изъято практически свыше 70 единиц стрелкового оружия. То есть у тех же, которые ранее совершали семейное насилие, и те, кто по факту выявили, было выставлено, что у него имелось оружие. То есть автоматически у него в рамках охранного ордера изымается это оружие. Кроме того, сотрудникам органа также механизм, если, например, он является военнослужащим, да, опять-таки агрессор, выяснится или пострадавшая связана с оружием, его деятельность там по месту работы, то также уведомляется по месту работы, чтобы временно ограничили его доступ к оружию. То есть это тоже, скажем так, новые механизмы с учетом опасности. И, соответственно, эти меры позволяют оценить ситуацию в такой, понимаем, да, обстановка, когда в двух сторон конфликтующие стороны, дети, и, соответственно, сотруднику необходимо как-то стандартно подойти, и, соответственно, и, кстати, очень положительный момент, что бывает, что пострадавшие, у нас уже есть такие сводки, проходят ситуации, когда пострадавшая категорически отказывалась писать заявление, потому что в силу того, что все-таки член семьи, может, какие-то другие моменты. Но после того, как сотрудник объявлял о результатах, что, оказывается, есть высокий риск, то пострадавшая также принимала, уже понимала, осознавала такую опасность и, соответственно, опять обращалась с заявлением. То есть этот механизм тоже позволяет, потому что результаты этой оценки рисков обязательно доводятся пострадавшей стороне сотрудниками органов дел, которые осуществляют выезд и которые осуществляют протокол оценки риска. И, конечно, в этой части усилен ведомственный контроль, потому что временный охранный ордер у многих муссируется,
что это вот бумага. На самом деле это, во-первых, гарантия безопасности со стороны государства. То есть, выдавая охранный ордер, государство берет на определенную себя обязанность обеспечения защиты. Это в лице сотрудников ОНГНР. И второй аспект, конечно, это ответственность самих сотрудников. Потому что, выдавая охранный ордер, он тем самым предполагает, что он теперь уже участник. Он в ответе Он уже. в ответе, совершенно верно. Поэтому это осознание, и, конечно, у нас моменты возникают, что пострадавшие вот пишут, что мы только акцентируем на таких негативных моментах, а есть положительные стороны, когда охранный ордер после выдачи позволял изменить поведение самого виновного лица и, соответственно, положительно, то есть в этой семье уже не совершалось аналогичные такие действия. И в свою очередь, конечно, мы, учитывая вот эти обязанности сотрудников, должны помнить, если в случае какие-то бывают со стороны пострадавшего, да, считает, что она недостаточно обеспечена защита, то она вправе обратиться к руководителю территориального органа. И кроме того, есть органы прокуратуры, потому что они также ведут надзор за деятельностью правоохранительных органов. И у нас есть средства массовой информации, которым практически пользуются. И это, конечно, мы воспринимаем, реагируем. Каждый сигнал мы практически отрабатываем как по мере получения информации. И бывает, что у нас из-за рубежа поступают, когда родственники проживают за рубежом, опасаясь за безопасность своих, они также, и кроме того, закон об охране семейного насилия предполагает, что независимо от экстерриториальности принципа, то есть если вы чувствуете, ваш родственник проживает там в семье, да, где совершает семейное насилие, там, например, в другом регионе, он также может обратиться в территориальный орган по месту жительства, и, соответственно, это заявление отправляется по территориальности для дальнейшего рассмотрения. Поэтому все способы защиты, они хороши, и все эти механизмы на стороне пострадавшего лица. Поэтому говорить, что только это бумажка, это очень, по крайней мере, поверхностно, потому что за ней следит уже ответственность самого сотрудника и ответственность в целом ведомства. Потому что пока механизма такой альтернативы нету и в законодательстве, и даже, может быть, какой-то альтернативы, пока нет. Поэтому это самый такой общемировой практика. Есть у нас судебный, был такой какое-то время, да, вы тоже можете подтвердить, но он не показал свой эффект, потому что судебный ордер. Почему временный охранный ордер? Потому что был еще судебный ордер. И на него больше был акцент, но он не получил такого эффекта и, соответственно, развития. И, соответственно, у нас сейчас есть временный охранный ордер. Кроме того, я, наверное, правильно буду воспользоваться ситуацией. Будет правильно, что у нас есть меры контроля. То есть в нашем ведомственном инструкции предусмотрены меры контроля. То есть если в зависимости от уровня риска, и есть градация применения мер контроля. Потому что если, например, наличие риска, это первый раз такой был факт насилия, может это носил такой эмоциональный характер, без физического насилия, скажем так, то в этом случае сотрудникам в течение охранного ордера с каждым из сторон ведется 2 мероприятия. То есть это профилактическая беседа и превентивный визит по месту жительства лиц. А уже, например, если высокий риск, соответственно, уже практически не менее раз в неделю он должен посещать по месту жительства, вызывать по месту работы, там, в городской отдел милиции или поселковый отдел милиции, для того, чтобы вести с ним эту соответствующую работу. И, соответственно, это ответственность сотрудников и ответственность руководителей. Поэтому мы еще раз настаиваем, что, наверное, охранный ордер – это такой
способ, и это ответственность. И, соответственно, лице сотрудника, лица государства, на него наложена обязанность, функции по вот, обеспечению безопасности. И вот опять же подтверждение тому, да, если мы возьмем в прошлом году у нас вот, статья 71, это нарушение условий охраны ордера, да, соответственно, например, если в прошлых годах, позапрошлых, там варьировалось, например, около 70-80 протоколов, то в этом году у нас уже свыше 300 протоколов именно за нарушение условий охраны ордера. То есть лица, как со стороны соседей, это могут быть сигнал поступать, либо сам сотрудник, посещая по месту жительства, выясняется, что он опять не сделал вывода, повторяется, он автоматически составляет протокол оценки и протокол об административном о правонарушениях, и, соответственно, через суд его уже и ответственность, кстати, усилена. Теперь уже, как и мы, наряду с этим, если нарушают условия охраны ордера, то предусматривается арест от 7 до 14 суток. Поэтому Да, у меня вопрос по поводу охранного ордера. Вообще, насколько его выдают, ну, скажем так, среднее, да, число, и когда его можно будет вообще продлить, если, получается, жертва семейного насилия все-таки будет чувствовать, что ей все еще нужен вот этот охранный ордер, в каком случае можно его продлить? Ну, у нас практически, если мы обратимся к нашей ведомственной статистике, у нас в этом году только мы выдали 17 602 временных охранных ордера. Это практически на 22,5% больше, чем с тем годом. И практически по законодательству предусмотрено, если по месту выезда осуществляется, устанавливается, что это был факт насилия, то сотрудникам выдается охранный ордер, временный охранный ордер. Даже если, может быть, пострадавшая отказывается писать заявление, даже в этих ситуациях, если устанавливается, что был факт насилия, то сотрудникам выдается пострадавшее виновное лицо, да, в автоматическом порядке временный охранный ордер. На 1 месяц. При этом, конечно, вы, как правильно отметили, продления нету, но для этого есть альтернатива, вот как Руслан Джимбаевич отметил, электронное наблюдение, то есть и есть, вот, как Зульфа Аим отметила, именно в частном порядке можно обратиться в суд для того, чтобы уже в судебном порядке была еще дополнительная защита. Но при этом у нас, опять-таки, если есть факты семейного насилия, после 1 месяца и обращаются. При этом, опять-таки, мы отметим для радиослушателей, что если практически повторно дважды совершается семейное насилие, то есть 2 протокола в течение года, то лицо обязано пройти по решению суда коррекционную программу. А кроме того, есть еще механизм именно уголовно-правового характера. То есть лицо могут, если систематический характер носит, то есть лицо, например, в течение года 3 раза, да, обращалось по факту насилия, то в отношении могут возбудить уголовное дело по статье 138 «Истязание». И оно предусматривает ответственность уже от 2 до 5 лет. Поэтому эти механизмы систематического характера также, и они стоят на контроле и МВД, и на контроле прокуратуры, поэтому в этой части, конечно, были моменты, когда говорили, что вот 10 случаев охранных ордеров. Да, в разное время, может быть, выдавалось, но опять-таки в этом случае, вот у нас был такой случай в Ленинском районе, когда одной семье выдали в 23-х годах, и 24-23 годах 10 охран. В конце концов, в отношении этого лица возбудили уголовное дело по статье истязания и его привлекли к ответственности. Поэтому эти механизмы, они есть, и, конечно, пользуясь случаем, надо довести до наших радиослушателей, что есть такая ответственность, и практически все механизмы, они используются и применяются. Если насилие в семье было совершено не только в отношении женщины, но и в отношении ребенка, охранный ордер, он выдается вообще на кого? Смотрите, у нас также в рамках рабочей группы также был утвержден новая форма охранного ордера,
И если пострадавшие есть дети, то они автоматически вписываются в этот охранный ордер. Есть моменты, когда оба родителя или один из родителей в отношении несовершеннолетнего, достигшего 18-летнего возраста, не достигшего, применяет насилие, то в этом случае уже могут такой законному представителю, то есть вписать пострадавшую тут ребенка, да, ну и, соответственно, указать законного представителя. Это может быть и другие родственники, это могут быть социальные педагоги и представители школы, и в этом случае вот, и также у нас также выдаются и, соответственно, таким категориям лицам. Поэтому такой механизм также предусмотрен. Мгм. Так, я еще хотела узнать по поводу того, вообще, насколько, например, произошло насилие, да, и человеку выдается охранный ордер, значит, мужчина в тот же день должен покинуть этот дом, и вот что насчет этого? Когда произошло насилие, какое в отношении него сразу вот, действие, да, арест, может быть, что против него, против мужчины, какие действия производятся. И когда можно получить охранный ордер, значит, он не может больше приближаться, правильно, к этой территории? Потому что многие женщины боятся того, что им придется самим куда-то уходить, и они думают о том, что вот что дальше делать. Да, вы очень такой отметили самый момент, который очень важен для наших радиослушателей. В действительности есть в условиях охранного ордера перечень таких мер. Это, соответственно, не совершать семейное насилие и, соответственно, не приближаться к пострадавшей, да? Вопрос в другом. Если у нас же опять-таки предусмотрено, что мы можем применить арест, либо иные способы, да, мер пресечения, связанные с кодексом о правонарушениях, общественной работы, вот еще электронные технические средства. Но если мы говорим о пострадавшей, то опять-таки, если мы говорим, мы можем ее разместить временно в кризисных центрах, либо в иных безопасных местах. И опять-таки в этом случае сотрудники будут оказывать содействие для того, чтобы разместить вот, пострадавшую сторону вместе даже с детьми, потому что нередко, ну, опять-таки, у нас очень совместно проживает, бывает, да, мы можем изолировать виновного лица, да, но у него и остаются родственники, да, его родственники, практически под одной крышей бывают большие семьи. И чтобы исключить вот такую конфронтацию, то, конечно, временно, может быть, необходимо тоже обеспечить безопасность для пострадавшего лица. И такие механизмы тоже применяются, это вот размещение. Вопрос в другом, то, что у нас не так достаточно кризисных центров, вот, социальная, скажем, инфраструктура в некоторых регионах, она остается до такого желать лучшего. Но тем не менее, в этом случае мы можем разместить ее у родственников временно, да. И такие были случаи, даже были случаи, когда у самих сотрудников бывало размещали временно. Вот, поэтому даже бывает, что в регионах, в кризисный центр Аялзат, вот, муниципальный, туда, либо вот Балыкчи, есть кризисный центр, они практически носят такой межрегиональный характер, потому что к ним иногда вот размещают из других регионов. Ну, неоднократно по этому вопросу мы обращались и письменно, и, но тем не менее надо помнить, что кризисный центр это все-таки такая инфраструктура, которая требует постоянного штата, постоянно недвижимого такого объекта, который требуется стандартам, определенным стандартам, которые утверждены Министерством труда и социального обеспечения миграции. Поэтому, конечно, в этом случае вот, размещают даже вот из других областей, они размещаются в этих вышеуказанных кризисных центрах. Да, здесь как раз тоже хотела сделать комментарий относительно как раз на
удаления виновника насилия из места совместного проживания. Это действительно такая очень чувствительная тема. И я помню, что когда мы еще обсуждали поправки в законопроект, еще там в 2012-2013, потом вот там, ну и в последующие годы, там тоже предполагалась комплексная реформа, да, и этот вопрос очень остро обсуждался, и изучался опыт других стран, да, и вот надо признать, что во многих странах развитых уже давно признано, да, право действительно жертвы, пострадавшей, на то, чтобы именно она оставалась все-таки в месте совместного проживания, а удалялся виновник насилия, агрессор. И во многих странах это право, оно априори применяется, да, то есть даже нет необходимости, как у нас сейчас, чтобы пострадавшая обращалась в порядке судебного искового производства в суд, да, и чтобы потом решение суда было о том, чтобы вот такое решение было принято, что виновник насилия должен временно покинуть место совместного проживания. Вот это применяется широко. Но у нас в наших условиях пока нет общественного консенсуса по этому вопросу, и пока у нас действительно в законодательстве нет такой вот защищающей нормы. И обращаться, например, пострадавшим в суд, чтобы вот решение суда получить и так далее, это очень обременительно. Это время, это ресурсы, в том числе финансовые, да, это адвокатские услуги и прочее. И плюс негативное такое, негативный информационный фон, да, потому что, в принципе, как совершенно правильно было отмечено, да, у нас, как правило, семьи живут многопоколенными такими составами, да, в одном доме, и удалить только одного виновника насилия недостаточно, да, потому что женщина продолжает оставаться под прессингом, и не только даже внутри семьи, но и в социальное окружение, соседи, родственники, там, коллеги на работе, да, и так далее. И в этом смысле ей придется столкнуться с дополнительным таким давлением, да, в том числе психологическим, и учитывая, что она только что пережила насилие, еще выдерживать вот этот дополнительный прессинг такой, не каждая из них может это выдержать, и поэтому действительно сегодня пока устоявшаяся в основном практика, это что органы милиции предоставляют помощь в перемещении именно пострадавших в безопасное место. Но я думаю, что все равно эту дискуссию надо продолжать, потому что все-таки есть семьи, которые живут нуклеарно, отдельной семьей, да, особенно в городах, и, возможно, в этих случаях действительно можно было бы там, ну, хотя бы не таким путем, когда ко всем подряд, да, но вот именно в особых случаях, когда действительно можно безболезненно удалить виновника насилия, особенно если, например, у них есть другое жилье, да, то есть тогда, например, предусмотреть возможность, чтобы он действительно не приближался к месту их постоянного совместного проживания, но у него есть возможность где-то временно, пока действует охранный ордер, находиться в другом месте. То есть я думаю, что эту дискуссию надо продолжить, надо искать модели, которые можно применять и которые только улучшат возможности защиты переживших насилие. Я, если можно, дополню относительно тех аспектов, которые сейчас коллеги озвучили, они в нормативно-правовой базе закреплены. На сегодняшний день они есть. Это в том же законе, защита от семейного насилия, это статья 29, да, условия временного охранного ордера. Они в действующей редакции были закреплены. Это вот запрет находиться вместе совместного проживания, да, с лицом, пострадавшим от семейного насилия, а также запрет лично или через третьих лиц разыскивать или же оказывать какое-то давление. Мы его нормы еще чуть-чуть расширили, мы сделали запрет еще на преследование отдельно. То же самое, который Данияр отмечал, тоже мы в норму внесли совместно с Джоур Кенешем, когда отрабатывали изъятие вот этого огнестрельного оружия, да, не только холодного, нарезного, боевого, охотничьего, коллекционного, пневматического, газового, вплоть все. Если у кого-то есть разрешение, то его пока временно приостановить. У кого-то процедуры идут, то тоже приостановить. У кого уже есть изъять, да, на временное хранение. Все эти механизмы дополняются должным образом. То, что вот Зульфия отметила, мировая практика, да, она действительно такая, мы к этому придем. Просто надо алгоритм и механизм действия дальше расширять. Что и Минюст в прошлом году эти вещи сделала. Вот Данияр отмечал о том, что была бумага. Многие его предполагали как бумажка, да?
ничем не подкрепленная. Она в той или иной степени была подкреплена. Мы его в прошлом году, уже совместно отработав, усилили. То есть ввели как дополнительное правовое последствие электронно-технические устройства использования. Тем самым дали возможность осуществления контроля и мониторинга и своевременного реагирования. И это и профилактическая, получается, работа. В то же время Минюст также проводит работу в рамках ГГЮП. Это квалифицированная, да, помощь или первичная помощь, получается, да, консультативная. В то же время коррекционная программа — это в отношении семейных насильников. Мы с ними тоже проводим органы пробации, когда выносят решение прорабатывать там индивидуальные или групповые психологические работы. Формат такой работы есть. Оценка рисков, она нам дает что? Применять то или иное средство, или мобильное приложение, или же по степени высокого риска этот контроль использования электронно-технических условий в виде браслетов. Или же проведение той же коррекционной программы уже точно, более глубже с этим человеком прорабатывать, с ним более мягче. Это приводит к тому, чтобы снять рецидив, скажем так, да, юридическим языком называя, повторность правонарушений. Вот такого характера алгоритм работы, а также в социальном аспекте тоже должно проходить, мне кажется. Это те же создания, да, новых центров, да, подготовка кадров в этой области, изготовление каких-то информационных брошюр, методик, обучение и повышение квалификации своих сотрудников. Каждое ведомство в своем направлении мы работаем, но в то же время хотели бы призвать других государственных уполномоченных и муниципальных органов, которые задействованы в этом вопросе, тоже активно, да, как субъекты подключиться. У меня такой небольшой вопрос, у нас уже программа подходит к концу, осталось около 2 минут. Вот я думаю, что все замечают, что мы видим и реакцию МВД тоже на случаи, когда вот женщинам приходится выходить в информационное поле, да, они в разных пабликах анонимно сообщают о насилии, и когда ситуация уже получает такой резонанс, тогда вот все ждут, как закончится, да, вот это вот дело. Вот насколько выход в такое поле, да, вот женщины боятся и думают о том, что их дело не будет двигаться с точки, и поэтому они вот так вот обращаются. Вот насколько это помогает все-таки? Вам тоже, да, выявлять какие-то такие случаи? Ну, это право каждого, то есть надо учитывать и этот момент. И один из способов механизма, конечно, это средства массовой информации, это действительно такой мощный инструмент, которым может воспользоваться гражданин. Ну, вопрос еще в другом, что это не должно подменять те механизмы, которые существуют уже. То есть это регистрация, реагирование, выезд с оперативной группы, выезд с экипажа УПСМ. То есть это колоссальная работа, которая, ну, потому что есть особенность, индивидуальность, может, Зульфия им тоже скажет, что мы не можем показывать эти моменты связанные, и на этом, скажем так, делать большой какой-то масс-медийный такой продукт, потому что есть персональные данные, есть двойная виктимизация. Все-таки республика у нас, все друг друга знают, эти моменты есть. У нас остаются только способы именно показать статистикой. То есть, и то, что в этом году рост, это, да, действительно есть проблема, но теперь проблема уже решается, и люди стали обращаться. Поэтому в этой части, наверное, мы тоже делать должны выводы, что именно борьба с латентностью и то, что люди стали обращаться, это определенный, скажем, уровень ответственности и сотрудника органа. Вот 2 слова, можно? Да, я хотела просто сказать, что вот на такие случаи, когда женщины обращаются, уже вынуждены обращаться к средствам массовой информации, к пабликам, они должны браться на особый контроль, потому что женщины, как правило, обращаются тогда, когда как раз другие механизмы не срабатывают. Или, например, виновник насилия наделен какой-то властью, да, там, статусом и так далее. И она понимает, что она в обычном порядке может не получить защиту, да, и поэтому действительно такие случаи важно учитывать. Но учитывая, что мы начали сегодня с электронных технических средств, хотела бы также призвать, и я знаю, что Министерство внутренних дел очень большую работу подготовительную провело, чтобы наконец-то начала применяться так называемая тревожная кнопка. Вот это новое электронное приложение, когда, значит, в случае семейного насилия, выдачи охранного ордера устанавливается приложение, и женщины в случае угрозы
жертвы могут просто нажать кнопку, и автоматически передается сигнал уже соответствующим службам, а самое главное, включается аудиозапись. И, соответственно, собираются доказательства о том, что совершается ли насилие. Да, нам нужно уже завершать. Спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Это была программа «Точка зрения» на Беренче радио.